Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Количество новых случаев коронавируса перевалило за 200 случаев в сутки. Глава региона провел очередное заседание оперштаба. Несмотря на снег и стужу, в столице и пригороде завершен ремонт дорог. Сколько объектов приняли? И уникальный арт-объект «Здесь был» открыли в Якутске. Наш корреспондент расскажет подробности. Эпидситуация в Якутии остается без изменений. Глава региона провел очередное совещание оперштаба. По состоянию на 6 ноября выявлено 203 новых случаев COVID-19, из них 45 носителей инфекции. Больше всего заболевших в Якутске – 117 человек. Особое внимание С.Н. Николаев обратил на обеспечение лекарствами аптек районов республики. Он отметил, что получает обращения жителей улусов посредством соцсетей об отсутствии тех или иных препаратов в аптеках поселений. Для обеспечения аптек запасом лекарств для амбулаторного лечения глава Якутии дал поручение оперштабу четко отработать этот вопрос с Росздравнадзором и поставщиками. Также Айсен Николаев напомнил, что рекомендации по возобновлению учебного процесса в школах даны. И теперь каждый городской округ и район должны принять самостоятельное решение. И поручил Министерству образования координировать данный вопрос. Также сегодня в 20:00 по якутскому времени С.Н. Николаев проведет прямой эфир на своих личных страницах в соцсетях Instagram, Facebook, Одноклассники и ВКонтакте, а также на площадке YouTube. Подписчики могут задать интересующие их вопросы и получить ответы от главы Якутии. В ходе ежедневного брифинга по эпидситуации в республике вице-премьер Ольга Балабкина подвела итоги рабочей поездки в Вилюйскую группу улусов. Особое внимание она уделила работе районных оперштабов. Вице-премьер отметила, что накануне вышел приказ по Министерству здравоохранения региона, следуя которому Мирнинская ЦРБ определена в качестве базовой по тяжелым больным для госпитализации в западной группе улусов. На сегодняшний день больница в Мирном обладает всеми возможностями для того, чтобы в пределах 1-2 дней госпитализировать граждан, отметила зампред. Особое внимание уделяется школьному сезону. Отметим, что сейчас районы делятся на 2 группы, в которых школьные каникулы закончились и в которых они только начинаются. Ольга Балабкина призвала районные оперштабы предпринимать в школах особые меры эпидбезопасности. В ближайшие 3 дня все муниципальные образования, в которых закончились каникулы, должны провести полную дезинфекцию учебных заведений, еще раз проверить новое общественное пространство школ с точки зрения разлиновки, выявить всех возможных больных, возможных контактных лиц и от детей, заканчивая взрослыми, для того, чтобы не допустить в школе соответствующую инфекцию. Их задача – создать безопасные условия для образования там, где каникулы начинаются, там, где каникулы закончились. Там, где каникулы только начинаются, сейчас задача муниципальных образований – создать безопасные каникулы и, соответственно, отработать с детьми в порядке контроля, где они находятся, для того, чтобы не допустить этих новых вспышек. Тем временем в Дании начали уничтожение всех 17 миллионов норок. И виноват в этом коронавирус. Почему COVID-19 привел к такой жесткой мере, рассказывает Роман Чуриков. В ближайшие дни на территории Дании не останется ни одной норки. Причем этих зверьков не внесут в Красную книгу, а зоозащитники всех мастей не будут бить из-за этого тревогу. Власти скандинавской страны решили уничтожить всех норок, содержащихся на местных пушных фермах. Это примерно 15, а то и 17 миллионов особей. Причина – коронавирус. Выяснилось, что COVID-19 не только может поразить этих зверьков, но еще и мутировать в их организме, а после этого передаться человеку. 12 случаев уже зафиксированы. Решение об уничтожении всех норок приняла лично премьер-министр Дании Метте Фредериксон, которая сама сейчас находится на самоизоляции из-за контакта с подхватившим COVID-19 министром юстиции государства. По словам Фредериксон, мутировавший коронавирус, выявленный среди норок, снижает способность к образованию антител у людей. Кроме того, мутация представляет собой проблему для создания вакцины.
Если не предпринять решительных действий сейчас и не умертвить всех этих зверьков, то новый подвид заразы может выйти и за пределы Дании и распространиться по всему миру. Решение главы датского Кабмина – удар не только по любителям фауны, но и по местной пушной индустрии. Дания – крупнейший в мире производитель меха норки. Без работы рискуют остаться десятки тысяч сотрудников пушных ферм. В Якутске и пригороде завершен ремонт более 23 километров дорожного полотна в рамках нацпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Несмотря на ограничения, связанные с COVID-19, при реализации программы удалось провести основной объем работ по всем 28 запланированным объектам. На сегодняшний день приемочная комиссия, которая ежедневно осматривает завершенные объекты, одобрила работу 3, еще 16 в стадии приемки. Первый замглавы города Якутска Евгений Григорьев отметил, что в этом сезоне были учтены все ошибки прошлого года, в том числе и своевременное заключение контрактов с подрядными организациями. Я хочу с уверенностью сказать, что мы закончили в этом году раньше, чем в прошлом году. И те уроки, которые мы получили, они дали возможность сделать правильные выводы, привлечь работников местных, и переквалификацию пройти, что позволило реализовать национальный проект в установленные сроки. Этап 2021 года известен. Мы планируем провести текущий ремонт, реконструкцию и строительство на 18 объектах. На будущий год по центральным улицам большая работа по проспекту Ленина. Изыскания проведены. В ближайшее время, в ноябре, планируем уже начать работу со стороны Залога. Мы на участок Каландрашвили-Петровского начнутся работы по ремонту колодцев, которые ведут в коллектор. В новогодние праздники снизились цены на авиабилеты. При этом россияне не спешат заранее планировать свои поездки из-за ситуации с распространением коронавируса. Например, цены на перелеты по России и в открытый для авиасообщения Стамбул с вылетом с 25 декабря по 10 января будут в среднем на 15% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают онлайн-сервисы по продаже авиабилетов. Об историческом парке «Россия. Моя история» состоялась торжественная церемония открытия уникального арт-объекта «Здесь был». Наш корреспондент Полина Долинская расскажет подробности. Еще в древности люди писали на скалах, и так они рассказывали свою историю и повествовали про свой быт. В современном мире люди, преимущественно молодежь, также оставляют надписи на стенах. В основном это простая фраза «что-то вроде «здесь был я». Вдохновившись этой идеей, Влада Евсеева предложила установить в нашей республике арт-объект, который расскажет о тех выдающихся личностях, которые посетили нашу республику. Свою идею она подала на всероссийский конкурс новых достопримечательностей «Культурный след». В этом году участие приняли более 800 участников из 64 регионов страны. Жюри из сотен идей выбрало 5 лучших проектов, среди которых арт-объект «Здесь был». Памятная стела из автографов и цитат о Якутии выдающихся людей, посетивших нашу республику. Речь была, что нужно какие-то символические предметы оставлять. Потом говорили о том, что нужно, возможно, какие-то замочки для того, чтобы вот то, что ты здесь был, приносило какое-то счастье, чтобы отметить это значимое событие. Поэтому пришлось объявить дополнительный конкурс, и на этот конкурс пришла работа Владимира Андреева, петербургского скульптора. И мне кажется, что работа мало того, что привлекает внимание к истории Якутска, истории Восточной Сибири в целом, вообще к тому, кто были эти люди, которые осваивали эти места, кто эти люди, которые делают вот это место значимым, да? Это еще и просто очень хороший, современный, с очень интересным дизайном арт-объект. Всего на арт-объекте выполнено 29 записей, но узнать историю про каждого, кто посетил нашу славную республику, можно гораздо больше. Для этого необходимо всего лишь направить свой телефон на QR-код и узнать про каждого, кто был в нашей республике. Этот объект, это его главная цель, чтобы наше подрастающее поколение, вообще все, кто здесь прибывает в нашем музее, здесь находится, у нас такой большой микрорайон растет, школа вот строится здесь, да, чтобы, подходя к этому мемориалу, они задумались,
об этих людях и задумались о том, какой вклад они могут оставить. Арт-объект выполнен в виде северного сияния. По мнению скульптора Владимира Андреева, многие личности яркой вспышкой осветили своим присутствием нашу Якутию. Полина Долинская, Павел Пахомов, Якутск. Накануне отмечался День просмотра старых фотографий. Многие называют его иначе – День воспоминаний. В нынешнее цифровое время немногие продолжают отдавать фото и в печать. Уходят ли традиционные фотоальбомы в прошлое, выясняла Ксения Журавлева. В мире современных технологий этот предмет встретишь редко. Тем не менее, еще лет 15-20 назад на такой пленке отображались людские воспоминания. Процесс фотопечати в те годы был довольно кропотливой работой. Пленку необходимо было вытащить из фотоаппарата, и делать это было желательно в темном помещении для того, чтобы не засветить драгоценные кадры. Далее ее оцифровывали, и на специальной аппаратуре распечатывались вот такие фотоснимки. На этих фото Ленск, район Старой Мухтуи. Теперь эти здания остались лишь на фотографиях в старых альбомах. Да и те уже потрепались после 2 разрушительных наводнений. Светлана Бурлакова прожила здесь большую часть своей жизни. И рада не только рассказать внукам об архитектуре тех времен, но и показать ее. Вот здесь вот этой дороги, конечно, здесь не было. Грязь, слякоть, все это было. Но было лучше или хуже? Ну, я считаю, если наша молодость, то было лучше. А так, конечно, сейчас намного лучше. Все сделано. Хорошие, красивые набережные. Я считаю, лучше распечатанные вот такие фотографии. Это захочешь, когда и посмотришь, когда дома что-нибудь тоска возьмет тебя. Посмотрел, все. А что ваши эти электронные? В наше время многие предпочитают хранить фото в гаджетах, планшетах, телефонах, на флеш-накопителях, но у них есть свои недостатки. Со временем диски могут размагнититься, телефон сломаться, а флешка потеряться. Тем не менее, владельцы фотосалонов отмечают, печать по-прежнему пользуется спросом. Несомненно, люди продолжают печатать фотографии и для дома, и для производства, и в альбомы, и большие фотографии на стену, и фотокартины. Конечно же, не в тех объемах, что раньше, в пленочную эру, но, тем не менее, несмотря на это, на то, что уже существует давно электронное хранение фотографий, все-таки люди еще печатают. Ну, я думаю, что история моды возвращается, возможно, еще в возвращение золотого века фотографии. У профессиональных фотографов и старинные камеры по-прежнему в цене. Фото, сделанные на них, говорят, не нуждаются в обработке. Кадр сразу получается атмосферным. 5 ноября весь мир отмечает День просмотра старых фотоснимков. Это отличный повод устроить с близкими вечер воспоминаний, пролистать старые альбомы и достать архивные сундуки. Ведь фотография – своего рода машина времени, и именно она может вернуть нас в те моменты жизни, где мы переживали самые яркие ее моменты. Ксения Журавлева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». К этому часу это все новости. Берегите себя и своих близких. Не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию в общественных местах. Увидимся чуть позже на телеканале Якутия-24.